Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто с вас не спускает глаз, а может следит? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин. В любой момент, на момент просмотра видео, мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы находитесь. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сегодня мы будем гадать вот на такой колоде. Представляю вам коробочку, вы можете посмотреть ее на просторах интернета. Сейчас расслабьтесь, думайте только о себе, и мы начинаем. Кто вы? Знаете, в вас видят такого добродетеля человека. Человек кому-то на данный момент может помогать, может заботиться о ком-то. Это могут быть дети, родители, например, или слабые люди, которым нужна помощь. Также здесь в вас есть какая-то надежда. Вы вселяете в ком-то надежду. И у вас, может быть, очень часто просят помощи, или вы всегда придете на помощь в трудную минуту, в сложный момент. Но вы взвешиваете, вы определенно не всем подряд помогаете. Именно, может быть, даже тем, кто, скорее всего, вам близок, или кому, вернее, вы испытываете доверие. Показывает колесо фортуны, вы счастливчик, человек, который постоянно крутится, не сидит на месте, двигается и понимает одно, что если он не будет двигаться, то у него ничего не получится, под лежачий камень вода не течет. Здесь человек еще такой, который, знаете, может повернуть колесо вспять, так как, то есть человек руководит своей жизнью. Человек сам может нести ответственность за свою жизнь. Человек уже, знаете, вот такого зрелого мышления, и вы умеете управлять своей жизнью. И не только своей жизнью, но скорее даже жизнью и окружающих. Для кого-то вы, правда, надежда. Так. Знаете, есть у вас какие-то направления, но вы пока не реализовываете их или особо не спешите. Вы хотите все взвесить, продумать, только потом действовать. И есть что-то в планах или есть какие-то у вас планы наперед, на будущее, но вы пока не спешите. Двоечки здесь могут выходить. Так, число 2. Или может быть ваша дата рождения, или может быть знаменательное число, то есть решающий день какой-то может быть, или в этот день могут происходить какие-то великие события в вашей жизни, именно двоечка. Далее здесь показывает, что вы ушли от каких-то нечестных отношений, или это могут быть любовные или дружеские отношения. Те отношения, где вы потерпели поражение, то есть остались в жертве, то есть или кто-то поступил с вами несправедливо или нечестно. Вы ушли от них, но вы ушли, знаете, с таким чувством, что вы выбираете себя. Да, я лучше всех, и мне этого не надо. Или с высоко поднятой головой, как бы это больно не было. В то же время здесь показывает, что против вас, скорее всего, действовали несправедливо на самом деле, и был какой-то обман, пережили обман. Но вы из этого вышли, выпутались, выбрались. Причем мудро, красиво. Вас вообще человека показывает очень такого в лице учителя, очень мудрого, опытного. Здесь опыт свой, может и чужой, да, но все же свой. На своих ошибках вы учились, и вы еще кого-то научите. Или вы на своих ошибках сейчас кого-то учите. Не делать так, потому что будет так, вот, да, в моей жизни, и вы приводите пример из своей жизни. Вот в моей жизни было так, потому что я вот, да, думала так, а оказалось иначе, а нужно поступать так, вот в каком-то таком духе.
Но ваш опыт ценный по Иерофанту. Вы человек, который соблюдает какие-то традиции, сдерживаете, кстати, эмоции, умеете держать. Также люди здесь, которые могут даже эмоции держать в себе, негативные или положительные. То есть вы не перегибаете палку. Может быть, конфликт даже разрешаете мудро. Не говорю, что мирным путем, но тут нет каких-то скандалов, летающих тарелок в стену. Здесь именно такое есть некое спокойствие и мудрость, даже в конфликтах. Так, показывает вас, что вы себя, да, вот, держите в некой такой гармонии. Потому что вы понимаете, что или больше, или меньше можно нанести себе ущерб, вред. И вы вот соблюдаете вот какой-то определенный закон, какие-то правила. Кстати, здесь кто-то может сидеть на диетах или придерживаться, правда, каких-то канонов, правил, догм. И у вас наработки здесь какие-то показывают, что именно плохой опыт был для вас учителем. И здесь те наработки, которые были на плохом опыте, очень хорошо запомнились. Вы это помните, но не с каким-то опломбом или с какой-то обидой нет. Вы это помните, оно не забывается, да, но есть то, что вы на этом опыте научились чему-то. Так, что у нас еще у вас? Вот что касается любви, вы чувствуете себя, например, недолюбленной. Здесь не хватает любви. Здесь вам хочется, но нету. Да, по дьяволу очень хочется, желается, но нету, или отношения не те, не качественные, или в них нету изюминки, запала, чувств, а вам хочется именно таких теплых эмоций. Здесь, возможно, все с кем-то уже или покончено, или вот живем по разным постелям, по разным комнатам. То есть здесь чувствуется, вот прошла черная кошка, и у вас, знаете, вот что касаемо любви, сферы, ну, как-то вот никак, я вам скажу. Так, далее что? Да, вы хотите эмоции, и, кстати, вы к ним идете, вы стремитесь к этому. Но это не говорит о том, что вам нужно на всех смотреть и думать, а может, это мой будущий муж, а может, это мой будущий муж. Здесь, знаете, есть момент того, что будет, но не сейчас, да. И за этим гнаться не надо или думать об этом постоянно. Где он, где он, где он. Потому что это как-то задерживает дорогу, например, или путь сдерживает, медлит. Здесь интересы у вас должны сейчас на самом деле складываться только на вас, на себя. Да, отдавать время себе, чувства себе. И у кого-то, может быть, даже позаботиться о здоровье или подумать о каких-то своих проектах. Вот о чем-то другом, но не о том, что вот меня не любят, да, в этих отношениях я несчастна, или это вам сейчас не нужно. Также здесь кого-то могут высшие силы именно разводить с кем-то по башне. То есть вам может казаться, что это плохо, но на самом деле это нужно. Это необходимо для лучшего. Или лучшего партнера, или лучшей жизни и так далее. Где вы поймете, что и да, как хорошо, что вот это-то именно произошло. Вот хочу немного как раз на этой ноте насчет чистки, да, рассказать о том, что вот когда происходит процесс чистки, что происходит после. У каждого разная ситуация. Да, и когда, например, вы после чистки чувствуете, что вы расходитесь с партнером, закрывается бизнес ваш, это не есть плохо.
Понимаете одну суть, что как раз-таки, да, вот если бы вы дальше продолжали цепляться за какие-то отношения или за этот бизнес, который, в принципе, если он уже не шел, но в конечном счете закрылся, это уже говорит о том, что дороги-то открыты, чистка прошла, защита поставлена. Тем самым, да, по чистке что происходит? Уходят ненужные люди, уходят ненужные дела, даже работа, даже проекты. Это все начинает отваливаться. Но вы же не поймете, например, да, вы цепляетесь, а вдруг пойдет что-то у вас, а вдруг вот салон красоты, а вдруг вот, да, я вот это буду делать, вы делаете, а оно, ну никак, ну не ваше. Но отпадает это. Значит, нужно подумать о чем-то совершенно другом. Так же, как и о партнере. Да, после чистки могут происходить такие ситуации, что люди расходятся окончательно и безвозвратно. Но потом момент того, что когда вы остаетесь наедине с собой, мысли по-другому начинают работать. До этого я боялась, я сидела в этой зоне как бы комфорта, хотя не комфортно. Но вот думала, это мое или мой, и все. А нет, именно чистка убирает то, что реально вам не нужно. И поэтому не понимайте именно, смотрите глубь, смотрите в корень, зрите в корень. Потому что не всегда есть плохо, когда из нашей жизни уходят люди, а мы за ними цепляемся. Давай, прошлое, возвращайся, давай, возвращайся ко мне все-таки то, да, от чего я так хотела бежать. Или от чего я страдала. Вернись ко мне. Вот это так подразумевается. Так. Вообще вас человека показывают склонный к наукам, к изучению, даже к сложным изучениям. И вот знаете, не просто вам это тоже дано, но опять-таки это приносит для вас какую-то пользу. И тоже опять-таки это в копилочку опыта возьмем, да. И вы знаете, для вас вообще знание есть момент какой-то даже медитации, отвлечения. Когда вы находитесь в изучении чего-то, сразу же тут наступает именно такая гармоничная идиллия. Идиллия с собой, вашего психоэмоционального состояния. Вам нужно учиться. Вам можно даже взяться за какую-то новую профессию, например, осваивать. Или же что-то изучать, что вам интересно по своей теме. Также здесь показывают людей, которые склонны передавать свои учения. То есть вы можете быть и учителем. Да, не зря у нас выходил иерофант. Вы эти знания, которые вы впитываете в себя, вы можете их дальше передавать. Так, быть коучем, учителем. Вы знаете, сразу скажу, что люди вас считают сложной, неразгаданной, закрытой книгой, человеком со своими какими-то... Вот что-то вы там мыслите, ну непонятно, что мыслят. То ли хорошо, то ли плохо, да, как-то вот неясно. И люди иногда думают, что вы, опять-таки, какая-то странная или отличаетесь от обычных людей. То есть также вот со стороны, если на вас смотреть, не подумала бы даже. Да, вы скромница, например, а сама вы, например, знаменитость, или да, за вами есть огромные достижения, или за вами есть большой достаток, но вы можете одеваться очень-очень скромно. То есть или носить часто одно и то же. Вот как-то так. Так. Что еще у вас? Вам здесь нужно заняться здоровьем. Вам нужна энергия, вам нужны силы, спорт, что-то такое, я бы сказала, даже активное. Бег, например, пусть даже и на одном месте, на беговой дорожке, но вам нужно вот это вот какого-то движения, может даже поездки куда-то, да, например, а там прогулки. Вот. Показывают людей из семьи, или у вас есть семья. Также человека показывают, который надеется на счастливые отношения, на счастливую семью. У вас вообще
в голове есть какой-то определенный порядок, и вот, как сказать, вы придерживаетесь правильных, рациональных, нормальных, природных позиций. Вот у меня муж, у меня семья, с заботой и вклад в семью, также от меня и от мужа, то есть когда все объединены, то есть это нормальные желания, это правильные желания. Вот. Но здесь именно вы можете считать, что вам все попадается не то, да, что касаемо мужчин, отношения не те. Здесь, кстати, может женщина быть одна при детях, которая поднимает детей сама, без помощи мужчины. Также здесь показывает, что у кого-то есть какие-то, вот знаете, еще осталась боль после какого-то мужчины. Мужчина, который, знаете, он любит красивых женщин, он любит, когда на него обращают красивые эти женщины внимание. Он любит быть, знаете, может даже где-то в голове он рисует себя, а вокруг него чуть ли не голые женщины, да, не побираются за ним. Вот в каком-то таком ключе. И мужчина прям представляет себя таким королем, но только в мыслях. На самом деле человек чего-то добивается, но или бросает на полпути, или, знаете, много эгоцентризма есть какого-то. Или много хвастовства, а на самом деле ничего. Вот только остается ему мечтать. Вы разочарованы в этом человеке. Также человек, который хочет преуспеть в каком-то деле, но как-то отстраняется от семьи. Человек не семьянин или человек, которому надоедает вот эта рутина. Ну, типа женщины должны терпеть эту рутину, а мужчины вот, ну, как-то нет. Знаете, слабые на это. Вот так вот. Время сегодня, да? У вас очень... Вы многогранны. У вас очень широкое мировоззрение. Очень много, знаете, каких-то культур, традиций, может быть, разных стран. Также здесь человек, может быть, изучает много или несколько языков, может знать несколько языков. Здесь еще может быть проживание где-то за пределами того места, где он родился. И вас показывают, вы открыты этому миру. Скорее всего, даже доверчивы этому миру. Даже и обманывали, но вы все равно даете какой-то шанс. У людей складывается впечатление еще, что вы сверхчеловек, да, что вы, может быть, и правда обладаете видением чего-то извне. То есть видите то, что не видит обычный человеческий глаз. Да, вы вообще женщина, которая... Вот вас видят именно такой наполненной женщиной в соку, или женщина, у которой есть все ресурсы, и деньги, и любовь, но на самом деле может быть какое-то разочарование. И не одно. Вам даже может казаться, что в мире нет такого, вот о котором думаю я, или который был бы со мной. Очень много, скорее всего, думаете о чувствах, об отношениях. Хотите вы плечо рядом, но его нет. Или есть, но, как говорится, так, как бы есть и есть. Вот как диван есть дома, ну и есть он. И ладно. Хорошо, если проигрывает портрет, едем дальше. Кто с вас не спускает глаз? Думайте только о себе сейчас. Кто с вас не спускает глаз? Я сейчас доложу целую картину, а дальше мы посмотрим. Ну, вы хищница.
считает кто-то. Женщина скорее. Нет, это не женщина, это мужчина. Мужчина младше вас по возрасту. Он считает, что вы хищница, вы крадете мужские сердца, и вот вы построите глазки и спрячетесь, да, вот как-то так. Вы дьявольски обольстительны, и вас боятся мужчины, потому что боятся какого-то обмана от вас или треугольников, что если с вами вступить в серьезные отношения, это какой-то мужчина незрелый или моложе вас, может так думать. Он за вами следит, вы нравитесь очень сильно, он видит ваш образ. И он считает, что если с вами вступить в серьезные отношения, вы можете обмануть, уйти с другим или изменять. Также видит вас, что вы не совсем доверчивы и хитры. Тут очень много хитрости. Вы для него, с одной стороны, хитрая, а может быть, он считает. Что-то он видит такое, что ему кажется, что вы такая хитренькая. Может быть, глазки щурите на фото где-то. Но вот как-то замечает вас, такая, она лисичка, сестричка, но красивая, она мне нравится. Человек, знаете, вот как-то смотрит на вас и сравнивает вас еще с другими дамами. Считает вас, что вы под кого-то или копируете. То есть тут какое-то идет сравнение. Также считает, что вы, скорее всего, такая снаружи, а внутри вы, наверное, учительница или умная очень. То есть у него, знаете, вот двоится, потому что он повидал таких людей, которые снаружи, он не верит этому, да, что наружность говорит о человеке. Человек уже познал такого человека, что понял, что не всегда наружность определяет человека, его внутреннее состояние. Здесь он видит, что есть что-то, что она умничает или умная, или, может быть, у нее там несколько высших образований, а строит из себя, да, такую девочку наивную, которая ничего не знает, глупенькую. Вот. Но вы дьявольски обольстительные для него. Или человек вас очень сильно физически желает, есть тяга. В то же время человек в вашу сторону не идет, он стоит и наблюдает. Также человек хочет, понимаете, как-то, чтобы вы проявились в его сторону. Или если вы и проявлялись, то ему очень что-то там понравилось в вас. Что-то зацепило. Ой, извиняюсь. Что-то зацепило, какая-то деталь в вас. Но он трус, да, зайчик. Спрятался в кусты и трясется. Он боится сильных женщин, он боится красивых женщин. Да, скорее сам, может быть, считать себя не красавцом или страшненьким. Хорошо, давайте еще посмотрим, кто с вас не спускает глаз. Женщина, старше вас по возрасту. Женщина чувствует, что вы ей нанесли какой-то урон. Причем, знаете, здесь что-то у женщины в жизни не получается. Она к вам присматривается, и причем так, за какими-то вашими даже мелочами, действиями. Вот вы посмотрите как-то, она уже думает, воздействуете вы на нее или нет. Знаете, какая-то даже в какой-то степени фобия у человека. И человек за что-то боится, за что-то свое материальное, за какой-то свой ресурс, за какой-то свой достаток. Потому что у нее в жизни именно что-то подвисло. Она в каком-то тупике, чувствует себя в состоянии жертвы, эта женщина. И считает, что этот тупик устроили вы с помощью магического какого-то воздействия. Вы знаете, она хочет в этом разобраться. Она хочет в этом разобраться. Есть дорога к вам, то есть вы с этой женщиной или общаетесь, или встречаетесь.
Да, она считает, что вы ведьма, или вы колдуете, или вы куда-то ходите. Но что-то вы однозначно умеете или делаете на нее. Знаете, вы можете общаться, но знайте одно, что за спиной эта женщина держит нож. Этот нож не потому, что вас там придушить или чего, а именно защита. Это говорит о том, что она защищается. В случае нападения она будет защищаться. Но она здесь чувствует, что вы ей как-то поднасолили или перешли дорогу. В какой-то степени вас и боится, не договаривает вам в чем-то или скрывает что-то, да, свое собственное, дабы вы не могли проникнуть, как говорится, в ее сейф, да, и не сглазить там. Она считает, что внешность ваша обманчива, что вы можете выдавать себя за харитативного человека, человек, который добрый, который милосердный. На самом деле она может считать, что вы не такая. Она почему-то желает какой-то справедливости, чтобы восторжествовала и надавала эта справедливость, именно надавала тем, кто этого заслуживает, но она крутит в голове вас. Она говорит это обо всех, но в том числе и в первую очередь это вы. Что вам по справедливости должно что-то вернуться, потому что вы ей в чем-то сделали плохо. Человек ломает голову. Или же вы являетесь каким-то препятствием. Также здесь элементарно, знаете, может чувствовать, здесь прям подозрение на подозрение. Вы что-то сказали, она уже думает, что все это порча, это, да, именно какое-то влияние. За деньги она очень сильно боится. За какой-то еще не только деньги, но и статус. То есть, что она может благодаря вам потерять какой-то статус. Еще я доложу. В какой-то степени вы для нее, вот знаете, конкурентка. Вы можете работать вместе, или у вас одинаковое дело, и вы косметолог, а она косметолог. Но она считает, что вы ее хотите убрать с дороги, хотите отнять ее хлеб, или же хотите именно как-то навредить. Очень сильные переживания, что вы что-то или заберете у нее, или как-то будете действовать на нее, что вот она у вас враг номер один, или же, да, она может считать, что вы являетесь таким вот сильным соперником, и с вами будет бороться тяжело. Что-то есть, какие-то недомогания, или болезнь, или бессонница, и человек это валит, что вы что-то делаете, или вы как-то на нее негативно влияете. Вы можете, кстати, и во сне сниться этой женщине, и она вот на вас теперь, знаете, бочку катит. Я вижу у вас нормальные отношения, в принципе. Вы к ней нормально расположены. Но вы занимаетесь чем-то своим, вам не до нее. А у нее подозрения. Знаете, человек себе так голову разламывает, что иногда это сводится на самочувствие. Знаете, проблем нет, они только в нашей голове. И вот вам пример, да, когда человек, смотрите, сам себе, вот вы там своими делами занимаетесь, вообще вам до нее дела нет, у вас там свое что-то, да, то есть и что-то вы не так сделали, может, ей чай предложили, ей уже кажется, что вы, может, туда что-то заговор, не знаю, наговорили на этот чай. Вот она себе сама ломает жизнь, ломает голову, нервничает из-за этого, получает болячку. Вот, кстати, призадумайтесь об этом. О чем вы думаете, особенно негативном, то вас и разрушает.
Вот это, да, когда начинают приходить негативные мысли какие-то, сразу сворачивайте их и посылайте. Потому что здесь вот она конкретно по отношению к вам настроена надуманно. Но она верит в это. Вот что самое интересное. А вы смотрите вообще в другую сторону. Вы наслаждаетесь своей жизнью. Вы думаете о каких-то партнерствах, отношениях, там, о чем-то вообще своем, о своей работе, о своих проектах, делах, да, деньгах, заботах. Но вот у человека именно вы острый претендент такой на врага. Она враг. То есть она почему-то заблуждается, да, и думает, что вы на нее что-то делаете, но тщетно. Нет. А будет ли она как-то на вас действовать? Давайте посмотрим. Часто такие люди пользуются невидимым чем-то, да? Потому что напрямую-то боятся. Нет, она ничем пользоваться не будет. У нее есть мысли такие, чтобы что-то такое наколотить вам, но нет, тщетно. И причем еще эту ситуацию у вас, она еще с кем-то говорит, рассказывает, делится, сплетничает, что вы вот такая-сякая. Причем как по секрету. Или в вечернее время суток, или в переписках, где все скрыто. Что человек страдает. Она не жалуется о том, что она страдает от своих мыслей. Она, понимаете, без аргументов, без фактов заявляет о том, что вы именно плохо влияете на ее жизнь. Как-то негативно воздействуете. Посылаете ей, может быть, чего-то плохого. Она с кем-то ведет переписку. Она, во-первых, с вами уже скорее может не общается или ведет какое-то такое нейтральное общение. Она вас боится. В то же время, да, у человека, возможно, в переписке какие-то идут по поводу вас. И здесь почему-то еще, да, присутствует ваш образ. То ли ваше фото это может быть, то ли вы где-то появляетесь, и она с кем-то сразу же: посмотри, это она пошла. Вот такое вот может быть. Или где-то вы пересекаетесь, а она кому-то указывает пальцем на вас. Вот так вот. Но ничего магического делать она не собирается, хотя у нее были какие-то, закрадывались к ней мысли по дьяволу. Ну давай, сделай. И причем, знаете, что самое интересное? Если же человек пойдет против вас, он сам же по шапке получит. Потому что, да, выходит дьявол. То есть дьявол, в конце концов, еще и забирает. В любом случае, что дает, что ты просишь у дьявола, он заберет это, причем с процентами. Помните всегда об этом. Так, далее. Кто с вас не спускает глаз? Мужчина, который находится на расстоянии от вас. Не делитесь вы ничем. Ни деньгами, ни ложем. Здесь у человека, вы знаете, человек сравнивает, как он живет и как вы живете сейчас. Все-таки вы добились чего-то? Есть ли около вас партнер? Да, может, я ошибался, когда ей говорил, что ты никого не найдешь, да кому ты такая нужна. Вот человек хочет в чем-то убедиться по поводу вас. Также когда-то вы с ним, может быть, и были вместе, или было между вами что-то. Но у человека, человек один сейчас и на чем-то голом, на голом полу сидит. Или, может быть, и финансовое опустошение быть. Да? Или у человека реально были какие-то потери материальные. Что-то потерял, дом сгорел, например. Но здесь вот показывают, да, как человек на голом полу, например. Или босый.
Может, и реально денег нет. Он считает, что вам повезло куда-то поехать, отправиться, пойти, что вам эта дорога принесла прибыль, возможность, шанс, мужчину или что угодно. Да? То есть вам в этой жизни повезло. Вы сорвали куш, а человек остался ни с чем. У человека есть в некой степени совесть какая-то проснулась или озарение пришло. Да, как жить, как поступать в отношении женщины нужно правильно, чтобы все было ладно. Но все же, да, назад время не вернуть. И здесь есть сожаление о жизни. Здесь есть какие-то глубокие мысли. Но человек вас не оставляет. И он за вами реально следит. Или же выслеживает в интернете, или же, да, вот, ну, как-то есть за вами слежка. Человек, может быть, знает, где вы работаете, где вы живете, может даже проходить мимо ваших окон, смотреть, заглядывать в ваши окна, горит ли в них свет. Вот как-то так. Он видит, что вы уже где-то, но он находится на расстоянии. Ну или вообще, да, вы не живете вместе, тоже может быть, но человек за вами присматривает. Притом он понимает четко, что вы уже вместе не будете. От чего вы уходите, вы назад не возвращаетесь. И он это понимает. А может быть, понял. Вы давали чувства, вы давали какую-то энергию. Вы хотели, стремились к серьезным отношениям. Но человек проиграл. Тут вот, знаете, вот как остался у разбитого корыта, потому что доигрался, доманипулировался. Или тут могут быть и качели, когда человек там обижался на вас, да, вам было тоже неприятно от этого. Вот вы в итоге плюнули и пошли во что-то новое. Притом, да, вы расцвели, у вас все лучше стало, а человеку сейчас досадно, что у вас очень хорошо все. Ему хотелось бы тоже, чтобы вы пострадали, пожалели те отношения в прошлом, или не то, что даже вернулись, но чтобы вы о чем-то пожалели, чтобы вы локти покусали. Вот что я потеряла. Нет, вы тут радуетесь жизни. В первую очередь, что доказывает ему как раз-таки, что он был неправ по отношению к вам в чем-то. Хорошо. Да, тяжело. Но вы знаете, этот человек о чем думает, и еще в отношениях с вами о чем думал, то, что он вас не вывезет. Вы или сложная на характер, или вы дорогого стоите. Немного требуете, вы дорогого стоите, но он на это не способен. Или дорого вам что-то купить, или дорогое что-то подарить, предложить, или реально что-то предложить. Поэтому вы его оставили. Вот так он может думать, что с ней тяжело. Да, что у вас очень резкий и тяжелый характер. Особенно, когда вы не в духе или проснулись, он говорит, не с той ноги, то все, да, она может вот как-то резко ответить, или можно поругаться с ней и так далее. В какой-то степени человек побаивается или же, знаете, не то, что боится вас как кого-то, который нападет, да, и что-то больно сделает физически или морально. Он боится вас как женщину, что вы смогли как женщина, да, а он как мужик в этой жизни не смог. Руки, ноги есть, голова есть, видимо, нет. И все. А вы дотянули. Он считает вас, что вам нужен денежный мужик, или что вы сейчас с каким-то денежным мужиком живете. И его согреваете своей любовью. Вот. А с ним были какие-то конфликты или выяснение чего-то. Но здесь каждый отстаивал что-то свое, я вам скажу. Он тоже был не ягодкой, не цветочком. То есть он тоже был неправ. Не тоже, а был неправ. А вы ушли, правильно сделали. Здесь, вы знаете, отношений не будет с ним. И возвращения не будет, и продолжения не будет. Человек будет дальше развиваться, но будет по каким-то кругам, по женщинам ходить. Или одноразовым женщинам, да, с которыми можно
ночку переспать, а другую уже с другой переспать. Вот как-то так. Какие-то такие отношения без чего-то стабильного, без продолжения. Так, кто с вас не спускает глаз? Кто-то по родственной линии. Все ждут, когда вы придете к какому-то статусу. Или замужества, или чего-то добьетесь. Но вы уже добились, да? То есть еще большего чего-то. Знаете, в этом есть какая-то корысть. Что если вы чего-то добьетесь, к чему-то, вы медлите, они считают. Что вы в чем-то медлите, что вам надо поторопиться, что вы вообще медлительно. И вот вы, когда придете к какому-то высокому статусу или достижению, они почему-то думают, что вы им поможете, или они у вас попросят помощи. Они надеются. Они надеются, что вы им поможете в чем-то. Мне больше складывается материально. Денежек дадите, займете им, купите что-то. Это может это семейное быть, да, и скорее всего это женщина. Или она вырастет в чем-то, или вырастет, да, и она мне поможет, принесет что-то благое материальное. Так. Или материальные какие-то блага. Вообще уже зверели. Почему вы всем помогать должны? Я понять не могу. Такие надежды. Почему-то никто не помогает себе сам. Вот вы себе сама, да, а вот от вас вот ждут, когда вот вы разжуете, вы, понимаете, вывезете, там заработаете, будете впахивать, надламываясь, да, и вы тут получите что-то, и вы должны, да, надежда на вас, что вы такая добрая, мать Тереза, поможете всем. Но здесь вот сразу скажу, хитрость. Идет хитрость от этих родственничков. Вот бывают же наиблизкие люди оказываются самыми коварными, нежели те, которых мы мало знаем. Вот тут так прям проигрывают. Да, это по родству, по линии. Причем это может быть или близкий, или тетя, или сестра двоюродная, или даже родная, ну кто знает. А может и мама даже ждет, когда вы вырастете, закончите там, получите высокое образование или достойную работу, и вот вы будете ее обеспечивать. А вы впахиваете, вы работаете, и вы что-то медлите еще к тому же. Понимаете? Это сверхнаглость. Вы медлите, вам поторопиться надо. Давайте, чтобы потом не помочь в старости. Да, или там в чем? В нужде какой-то, в проблеме. Да, это родственники. Родственники находятся на расстоянии. Или вы держите с ними какое-то расстояние. Обалдеть. Наблюдать за вашими результатами. Ну что вы там, растете, не растете? Ну давай быстрее пошевеливайся, да, вот как-то в таком духе. Каждый думает о своих, понимаете, выгодах. То есть не о том, что вот моя дочь или вот у меня сестра такая молодец. Нет, когда же она мне поможет, вытащит меня из чего-то, заплатит, может быть, мои долги, да, или закроет что-то. Хотя нужно действовать своей головой, а не надеяться на другую. Так, посмотрим еще, кто с вас глаз не отпускает. Интернет. Человек проживает там, где нету
Нету воды, может быть, не у воды, или там нет в его местности воды. Какой воды? Человек носит маску, да? Давайте возьмем так. Здесь идет интернет. Человек проживает там, где нету водоемов, может быть, каких-то скорее. Но дело не в этом. Дело в том, что человек может, да, например, сидеть в этом интернете, но аккаунт быть не его. Или не его фотография. Здесь есть влюбленность. Здесь есть какая-то симпатия. Здесь что-то уже такое серьезное есть по отношению к вам. То есть человек или же человек ищет для себя серьезного спутника жизни и рассматривает в том числе вас. То есть он ищет, да, он в каком-то поиске. Человек в чем-то заблудился, причем в 3 соснах. Знаете, ему кажется, все везде обман. Каждая женщина – это обман. Каждая женщина изменяет или уходит, да, бросив, обманув. Вот что-то, вот какие-то такие у него мысли из-за какого-то прошлого. Да, не доверяет никому. Но в то же время он внутри где-то искренне надеется, что рядом с ним будет женщина. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, хочется сказать. Но вы его не знаете. Или он вас знает, но вы его не знаете. Или он вас видит. Ну, мы сегодня и спрашиваем, да, кто с вас не спускает глаз, следит. Вот он вас видит, а вы даже и не подозреваете, что он за вами следит, что вы ему нравитесь. Вообще не в додумках вы. Человек будет к вам ехать. Дорога. Путь. На отношения. Или знакомиться с вами пытаться. У него будет цель серьезных отношений. Но вы еще дама та. У вас, знаете, ресурсный. Кстати, вы выше его по статусу выходите. Вы ресурснее. Или вы, знаете, знайка. А он не то, что не знайка. Он недознайка. Вот вы-то много чего знаете, а он чуть меньше, например. Да, для него может быть даже что-то, что вы скажете новинкой. Да, правда, я не знал. Вот какой-то такой человек. И вы еще для него в какой-то мере будете как учительница главная. Или вы-то, да, такая уже в этом имеете опыт, а он нет. Но... Он вас, кстати, я смотрю, вас этот человек возбуждает. Вам человек этот нравится. Вот когда, скорее всего, будет встреча и знакомство, да, человека притянет его внешность. То есть вам понравится его внешность. Симпатичный. Но симпатичный – это не есть то, что внутри, поверьте. Но вы будете в неком шоке. А может быть, даже от этой информации. Может быть, вы вспомните этот расклад и будете в шоке, что... Да, я вот как раз слышала. Человек, кстати, может работать с правами, с бумагами, с чем-то таким серьезным, важным. Чистая такая работа, или это может быть правовая деятельность, права человека, адвокаты, юристы, ну, а может, сам судья, кто знает. Так. Отношения будут, вот, вернее, не отношения, человек будет заходить медленно, но верно. Скорее всего, даже получится так, что человек, когда вам напишет, вы, да, все не будет складываться, или ему ответить, или встретиться, вот как-то откладывание на потом, давай попозже, вот вам будет, может быть, не до этого, и вы всерьез этого человека вообще не воспримете. Вот так вот. А что дальше? А дальше вы кому-то сделаете больно. Вы кого-то разочаруете.
другого человека. И здесь идет какое-то воздействие. Вы будете действовать как-то, именно невидимыми силами. Может быть, даже чиститься, может быть, чистку проводить, да, и от вас, вот, как говорится, какое-то Г отвалится. Человек какой-то именно, здесь хочется сказать, эгоист, жестокий или остроумный, острословный. Человек, у которого очень много амбиций, здесь может и нарцисс быть, или человек, который, знаете, любит себя в первую очередь, а другие потом. Также человек, который создает такие действия, например, как вам сказать, сегодня мы пошли за продуктами, да, я вот купил продукты, но он купил все только то, что любит он сам. Он не подумал, что нравится его жене, женщине, партнерше. Понимаете? Хотя он может, да, как бы, вот я купил, вот видишь, я как стараюсь, да, тебе. А все купил, если посмотреть, он купил то, что любит он, но не вы. Понимаете? Вот такой вот тип. То есть эгоист. И это так во всем. Да, вот вы сидите, едите в ресторане, вот он поел, он встает и говорит, ну что, мы идем, а вы еще не доели. То есть никакого уважения, и вот этот человек от вашей жизни отвалится. Оно и хорошо. Вы разъяренная какая-то и в какой-то грусти, то, что человек этот ушел. А зачем оно вам надо? Я думаю, это бы никому не надо было. Еще за это держаться. Не хочется мне сказать за этого мужчину, потому что это такое поведение, такое слово громкое мужчина, этот человек не заслуживает. Это. Вот это и отвалится. Но тем самым здесь будут какие-то ваши манипуляции, именно невидимые силы. Чем-то вы будете или вы практиковать, или у кого-то что-то, да, заказывать, например, или как-то сама чиститься, может быть. Не обязательно чистка, может быть ритуал, аффирмация здесь, что угодно, коллаж желаний. Да, вот какая-то будет проведена вами миссия. И вот этот человек благодаря этой миссии уйдет из вашей жизни. Вот хочется одно слово сюда сказать на букву «З», а дальше «А». Но просто на самом деле он вас уже, понимаете, да, заколебал. Не надо вам этого. И вы расцветаете. Знаете, здесь такое состояние, когда вы обращаетесь назад, смотрите, и вы понимаете, что на самом деле была ли здесь любовь. А вот человек ушел, и знаете, даже как-то вздохнулось легче. Да, и вот даже себя почувствовала, даже платье стала носить, заботиться о себе, красоваться. А то, да, вот только в кастрюлях, в пеленках или в чем? У посудомойки. Вот так вот. Здесь сразу рвение жить. Я хочу жить. Я вдохнула этого воздуха жизни. Вот такое вот облегчение, именно облегчение. Это понимают люди, когда уже на самом деле все покончено, все конец, уже башня. Вот тогда они начинают осознавать, что, блин, оказывается, не все-то так плохо, наоборот, все отлично. Да, я могу теперь куда хочу, туда лечу. Никто мне не указ, никто мне не приказывает, зачем ты накрасила красную помаду, одела каблуки, куда ты ходила, с кем ты разговаривала, что там пипнуло, кто тебе написал. То есть вы сама себе хозяйка. Сама задаете вектор, куда вам двигаться, что вам делать и так далее. Никто над вами не командор. Вы сама руководитель своей жизни. Но знаете, у вас мужчины, скорее всего, были такие, которые пытались вами манипулировать, вашим сознанием, вашими действиями. Это нехорошо, а ты посмотри там. Да, вот, как-то вот не одевает такие платья, вот, маньяков много сейчас бегает, сейчас какой-то выбежал маньяк. А это была манипуляция, вот такие тонкие именно манипулятивные ходы. По отношению к вам. Этот человек уходит.
Ну, здесь, кстати, показывают, вот когда что-то вы не могли в жизни, например, водить автомобиль или расплачиваться по счетам, потому что расплачивался, например, он, бегал по бумажкам всяким или еще что-то. Вот здесь идет некая авторитарность, самостоятельность. Не как папа за ручку, вы уже сама, да, например, оплачиваете счета. Тут уже по-другому все идет. И вы понимаете, что не все так было плохо, за что я держалась. Я вот держалась, я боялась выйти из какой-то зоны комфорта, и вот я вырвалась. И наконец-то, да, и оказывается, я могу водить автомобиль, а то всегда ждала, когда мой Васек приедет за мной. А сейчас я могу сама пойти на автокурсы, например, научиться, или же на самом деле водить автомобиль. Ну, здесь однозначно вы одна не остаетесь. Здесь вы будете при семье. Здесь будет с вами другой мужчина, не этот. Этот куда-то нарцисс и амбицил, так его назовем, амбиции, потому что зашкаливают. Он уходит на второй план. Причем злой уйдет. Злой уйдет. Может быть, материть вас. Главное, не распускайте слезы, не вдавайтесь в его опять эти манипулятивные штучки. Манипуляторы, вот знаете, когда манипулятор воздействует на свою жертву, у него сразу же несколько приемов. Это давить на жалость. Если это не получается, да, он начинает придумывать какие-то пожестче вещи, кричать, психовать на вас, швырять вам вещи или на стол вам что-то, да, например. Не получается с вами, не работает, вы игнорируете. Но третий метод – шантаж, да, это, например, что я не буду платить за твой телефон, а не буду платить за тебя то, а ты живешь вот за мой счет, я плачу, а так далее. Опять не прокатывает, но с манипуляторами в какой-то степени и небезопасно. В ход еще могут идти и руки. Физическое насилие. Когда жертву нельзя взять так, то берем иначе. Если это не физическое насилие, здесь могут быть манипуляции, все будет хорошо, да я тебя люблю, да вот только тебя люблю и так далее. Это тоже манипулятивный ход. И их сразу несколько. Они могут и не осознавать, что они манипуляторы, это природа у них такая. И это уже с ними, и оно уже навсегда. Достанем карты совет. Что они скажут для вас? Любите себя. Фокус держите на себе. Не бойтесь идти, не бойтесь говорить вперед, не бойтесь говорить нет. Выражайте свои эмоции, свои желания, именно те, которые вы имеете на самом деле. Если вы чего-то не хотите, не делайте. Если вы хотите сделать кому-то приятное, сделайте. Но не давайте никому на самом деле вытирать об себя ноги, пользоваться вами, пользоваться вашими ресурсами. Ресурсы – это ваше время. Помните об этом. Вот дабы прийти в эту стабильность, вам нужно отбросить все свои страхи. Иногда вы бывает, себя сами загоняете, вот что все будет страшно и печально. Уберите эти мысли. Это только мысли. На самом деле здесь присутствует другая сторона медали. Если вы не будете об этом мыслить, накручивать, наоборот, у вас будет получаться все. У вас будет все действовать, у вас будет все работать. Ваше же благо. Посмотрите, какая здесь выходит женщина. Та женщина, которая целеустремленная, та женщина, которая знает, чего хочет, которая прошла однозначно какую-то закалку. Ну, мы еще видели и императрицу, да, та женщина видела все. Даже то, да, что не видел человеческий глаз. Для вас все дороги открыты. Для вас открыты пути. У вас есть, кстати, и возможности. Действуйте. Главное, да, убирать какие-то страхи, а не блоки. Не подвешивайте себя в жертву и никому не давайте себя, да, подвешивать в жертву. И
вот то состояние, когда я чувствую себя в долгу перед, что я кому-то что-то должна. Человек, если хотел вам от души сделать что-то, он сделал. Это не говорит о том, что вы ему в чем-то должны. Не забывайте о здоровье. У вас вот чуть что, нервное напряжение, опять-таки, да, это влияет на ваше здоровье. Обращайте внимание на то, о чем вы думаете. Вот эти острые мысли, негативные мысли, они именно могут влиять еще и на ваше здоровье. Не только на финансовое состояние, на ваши какие-то достижения, проекты, но и на здоровье. Если не будет здоровья, к чему тогда все это? Откроем колоду «Оракул судьбы», сделаем 3 позиции, выберите одну позицию из 3, и мы начинаем. Кто загадал первую позицию? Пересмотри свои приоритеты. Найди баланс, не откладывай, все обязательно сбудется. Кто выбрал вторую позицию? Расставь все точки над «и». Не откладывай, дай себе время подумать, могло быть и хуже. Кто выбрал третью позицию? Прими этот вызов судьбы. Все наладится. Концентрируйся на себе, могло быть и хуже. Откроем колоду палитра аффирмаций для вас. Для активации одну или несколько аффирмаций вы можете прописать в комментариях под видео или на листе бумаги от руки. Я расширяю свои возможности. Удача со мной в любви, в делах, в работе. В любых ситуациях я спокоен и сосредоточен. Я здорова и полна жизненных сил. Высшие силы дают мне подсказки. Мой организм очищается, обновляется, восстанавливается, омолаживается. Можете поставить на паузу и сделать скриншот. Уважаемые зрители, в нашем сообществе Ведескара на Бусти сейчас активно 2 раздела. Первый раздел – это видеорасклады, длинные видеорасклады с месячной подпиской 333 рубля. Те же самые, что выходят на YouTube. Второй раздел – это заговоры, ритуалы, исцеляющая музыка, книги и прочее. Месячная оплата 444 рубля. Это 2 разных раздела. Поэтому вы можете подписаться на любой, на первый или второй, или можете на оба 2, как вы пожелаете. Ссылки находятся внизу под видео или на экране. Вы видите 2 QR-кода, по которым вы тоже можете перейти. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо вам, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.